студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И в ближайшие 10 минут мы расскажем о главных новостях Нерюнгринского района этой недели. Так состоялась 33-я сессия Нерюнгринского районного совета депутатов, в ходе которой было принято несколько важных решений. Повестка включила в себя 5 основных пунктов. На публичные слушания были вынесены вопросы, касающиеся бюджета района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Также на заседании было принято решение о земельном налоге на межселенных территориях. Новое положение предусматривает некоторые льготы, в том числе для участников специальной военной операции. Одной из основных тем стала тема изменения схемы избирательных участков. При голосовании 10 депутатов проголосовали «за», 8 против и 2 человека воздержались. Так как для внесения изменений в устав необходимо 2/3 голосов от установленного количества депутатского корпуса, даже несмотря на одобрение данного проекта на предварительных слушаниях, изменения не были приняты. Я уверен, что это решение было неправильным со стороны некоторых депутатов, но время все расставит на свои места, и мы с вами увидим в следующем году выборы по старой избирательной схеме. Это будет 20 депутатов у нас избираться будут по партийному списку, и 5 депутатов будут избираться по единому мажоритарному 5-мандатному округу. Публичные слушания по бюджету проходят в течение 30 дней. За этот период будет размещена информация на средствах массовой информации, в администрациях поселений, для того, чтобы наши жители могли ознакомиться с будущим бюджетом Нерюнгринского района и внести свои предложения. 16 декабря будут проходить публичные слушания, где будут подведение итогов. Затем 21 декабря 2022 года уже на сессии Нерюнгринского районного совета депутатов бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов будет утвержден. По всей России стартовал осенний призыв на военную службу. Это плановое мероприятие, которое проводится каждый год с 1 октября. Но в этом году срок начала призывной кампании перенесен на месяц. Это связано с большой нагрузкой на военные комиссариаты и призывные комиссии в рамках проводимой частичной мобилизации. Продлится призыв 2 месяца по 31 декабря включительно. В Нерюнгринском районе стало традицией в торжественной обстановке проводить День призывника. Отметим, все солдаты-срочники будут проходить службу в воинских частях Восточного военного округа. Отправка со сборных пунктов планируется на 2-ю декаду ноября. Нерюнгринские парни, призывники, они всегда настроены как надо. Как настоящие мужчины, которые идут выполнять свой воинский долг. И эта встреча не стала исключением. Я уверен, что и этих ребят мы через год встретим, сядем, пообсуждаем с ними, как отслужилось им, чего нового там, в армии происходит. Я сегодня отметил, что ребята уходят в абсолютно непростое время для нашей страны, когда проводится специальная военная операция. И, обратившись к ним, я попросил их еще с большим упорством и рвением овладевать воинскими специальностями, для того, чтобы в случае необходимости они смогли встать на защиту своей Родины. Также на этой неделе отмечался Международный день логопеда. Актуальность логопедии растет с каждым годом. С начала 90-х неуклонно растет количество детей с нарушением речи. Ученые доказали, что эффективнее всего работать с устранением дефектов в дошкольном возрасте. Индивидуальные занятия – самая важная часть работы логопеда. В диалоге с ребенком корректируются те звуки, которые не даются именно ему. Важный инструмент при этом – зеркало, чтобы малыш видел положение подбородка, щек, языка, зубов и мог повторить за педагогом. В детском саду «Рябинушка» города Нерюнгри есть группы с коррекционной направленностью для детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушением речи. Здесь работают 4 логопеда и 2 дефектолога. В тандеме с психологом и учителем физкультуры они тщательно работают над коррекцией речи у детей. Работу логопеда можно сравнить с работой скульптора. День за днем по крупице вытачивать правильные звуки, как мастер, добиваясь идеального рельефа, правильного произношения. Но без поддержки родителя сложно достичь положительных результатов. Мы работаем над артикуляционной гимнастикой, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения делаем с ребенком, ставим звуки, потом закрепляем их. Сначала изолированно в слогах, в словах, дальше в предложениях, в словосочетаниях, во фразовой речи. Нужно побольше читать,
общаться. Даже когда где-то гуляют, идут домой, сидят в очереди, допустим, в поликлинике, всегда нужно находить занятия, чтобы поговорить с ребенком, обсудить, даже спросить, как у тебя день прошел, а у меня вот так, а ты как провел день, что у тебя было нового, что интересного, что вы кушали, где вы гуляли. То есть на все обращать внимание. И тогда речь ребенка будет радовать своих родителей. 45-летний юбилей на этой неделе отметил Нерюнгринский архив. Свою историю он ведет с ноября 1977 года, когда возникла необходимость концентрации документов, отражающих историю строительства Байкало-Амурской магистрали и освоения природных богатств Южной Якутии. В настоящий момент в архиве находится почти 43 тысячи единиц хранения. Архивные фонды содержат документы местных органов государственной власти и управления района, администрации городов и поселков, а также предприятий района, как действующих, так и уже закрытых. Фотофонд архива располагает подлинными фотографиями строительства города, начиная с палаточного городка. А видеодокументы отражают историю освоения угольных месторождений, строительства и развития Нерюнгринского района, его социально-культурной сферы. На основе архивных документов за год исполняется более 4000 запросов социально-правового и имущественного характера от жителей района. Также архив готов предоставить доступ к историческим документам для исследовательской работы. Тем более, что в архиве есть много по-настоящему интересных документов. Инициировать мы можем только вот что-то предложить. У нас есть сведения, допустим, да, о первом упоминании поселка Хатыми в 1929 году, но официальная дата его образования 1971 год. Вот вам исторические моменты. Кто-то должен это инициировать, кто-то должен это протолкнуть. Ну, бывают же разные вещи, да, и у нас инициативные граждане, неравнодушные, будируют сегодня общественность и массы, что город Нерюнгри имеет дату не только сегодня, 47 лет, а гораздо глубже. Ну, я вот, например, это только приветствую. И в случае обращения заинтересованных пользователей мы готовы помочь в любой поисковой работе. Любопытные, скажем так, умы в процессе поисковой работы даже пишут диссертации на основании тех документов, которые хранятся у нас в архиве. Вот уже 2 таких случая было. Один человек успешно защитил диссертацию по разработке угольных месторождений на территории нашего района. Другой гражданин у нас собирал материал по поселкам Бама, исчезнувшим поселкам Бама. То есть это интересно. Приходят школьники, пишут какие-то рефераты на основании наших документов. Вот тот доступ, который мы можем им предоставить к этим документам, мы это обеспечиваем. В Нерюнгри сотрудники госавтоинспекции провели проверку транспортных средств. В центре внимания были автомобили, осуществляющие перевозки пассажиров. Профилактическое мероприятие было направлено в первую очередь на снижение уровня аварийности и повышение безопасности при перевозке людей и багажа. Каждый водитель, работающий в службе такси, в том числе с помощью приложений, должен иметь специальное разрешение. Если такового не имеется, такси считается нелегальным. В ходе рейда были выявлены и нарушители. Так, у одного из водителей обнаружен целый ряд нарушений. Это отсутствие разрешения на перевозку пассажиров, путевого листа с отметкой медика и механика, полиса ОСАГО и цветографической схемы легкового такси. Нарушения выявляются регулярно, не только в Нерюнгринском районе, но и на территории всей республики. К сожалению, у нас не все водители соблюдают те требования, которые существуют при перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Ну а на главной площади Нерюнгри начали устанавливать главный символ самого любимого всеми праздника – новогоднюю елку. Как и остальные елки республики, она будет торжественно зажжена 1 декабря в рамках 11-го фестиваля «Зима начинается в Якутии». Я очень жду Новый год. Скоро он наступит. Я очень хочу и очень жду его. Я хочу в новом году больше успеха, всего лучшего, счастья, благополучия, обязательно здоровья, чтобы все в этой жизни получалось и исполнялись все мои желания. Сделать Новый год праздничным, чтобы у всех было хорошее настроение. Я забыла отправить письмо, он мне ничего не принес. А моей племяннице Дед Мороз подарил телефон. Что вы будете просить? Я хочу попросить iPhone. У меня уже есть, я хочу попросить кукольный дом.
И, кстати, до Нового года осталось всего 42 дня. Что ж, такими были главные новости Нерюнгринского района этой недели.